Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона. В Ингушетии прошла научно-практическая конференция в рамках программы ЮНЕСКО «Информация для всех» проекта «Мой родной язык». В первый день форума обсудили вопросы поддержки и сохранения национальных языков как платформы национальной культуры, а также пути решения проблем. Из Магаса Мадина Джанхотова. Обсуждаемая тема настолько актуальна и своевременна, что требует участия в этом процессе не только языковедов и преподавателей родного языка, но и всех, кто может внести какую-то лепту в дело сохранения и развития ингушского диалекта. Сегодня это ученые, историки, филологи, лингвисты, представители культурного и образовательного сообщества, каждый из которых видит проблему и пути ее решения по-своему. Для нашего народа сохранение ингушского языка означает, это наша большая обязанность. Ведь что бы мы ни говорили, язык, в языке отражается мировоззрение народа. Каждый другой язык – это другое членение мировоззрения, другая фрагментация мира. И мы обязаны сохранить эти языки для будущих поколений. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона» проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и призвана выработать определенные меры, в том числе и в системе образования, по сохранению литературного языка. Россия страна многоязычная, многонациональная, гордится своей многонациональностью и многоязычием. И сохранение любого языка очень важно для страны. Наша страна очень разнообразная, и тем она интересна невероятно всему миру. И надеемся, что будет интересно каждому гражданину России, чтобы каждый гражданин России ездил по разным регионам и открывал богатства культурные, исторические, природные нашей страны. Дело в том, что проблема сохранения родного языка – это актуальнейшая проблема для малых народов, для коренных народов Российской Федерации. Федеральное агентство по делам национальности, Министерство культуры Республики Ингушетия, Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева, научно-исследовательский институт гуманитарных наук Чаха Ахлиева, Ингушский государственный университет всецело поддержали этот проект, и мы постарались его реализовать. Открывая конференцию, вице-премьер Мария Мамриева зачитала приветственный адрес от имени главы региона с пожеланием ее участникам плодотворной работы. Сердечно приветствую участников и гостей межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона». Благодаря актуальности обсуждаемых проблем конференция объединила представителей науки, культуры и образования. Уверен, что открытые дискуссии в рамках представительного форума позволят выработать практические рекомендации для дальнейших литературоведческих исследований, развития языка и литературы, совершенствования культуры речи языка, формирования духовной культуры, развития интереса нашей молодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии. Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, созидательной энергии, вдохновения и успехов в достижении намеченных планов. С уважением, глава Республики Ингушетия Махмуд Алимов Шарипович Калиматов. Недостаток учебной литературы, отсутствие интереса к чтению и общению на родном языке способствует постепенной потере восприятия и владения речью, считает министр культуры республики. И решить эту проблему можно лишь сообща. Я глубоко убежден, что если мы приучим подрастающее поколение относиться к родному языку бережно, гордиться им и внушим им, что в нем сливаются тысячи голосов наших предков и соединяются знания об этносе, то мы получим в будущем поколение, которое знает свою культуру, историю, свой язык, свои традиции. Первый день работы конференции в Центре культурного развития включает не только официальное открытие, но и пленарное заседание с обсуждением реализации государственной программы сохранения родного языка в Республике Ингушетия. Руководителю рабочей группы ЮНЕСКО по сохранению языков Евгению Кузьмину и заместителю председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Сергею Бакейкину вручили правительственные благодарности за личный вклад в развитие национальных языков. Ольга Артеменко около 30 лет занимается языковой образовательной политикой и сегодня готова поделиться мнением о современных условиях развития языков народа в России в школьном образовании. Она не раз была в Ингушетии и считает положительными результаты работы по сохранению ингушского языка. Могу уже сравнивать состояние языков в каждых субъектах Российской Федерации. И здесь я могу сказать, что как Чечня, так и Ингушетия имеют самые лучшие результаты по сохранению и состоянию ингушского языка. В Чечне чеченского языка, в Ингушетии ингушского языка. Я слышу буквально везде ингушский язык.
И вот завтра хочу поехать в школы и посмотреть на ребят, как ребята, общаются ли они друг с другом на ингушском языке. Завтрашний день для участников конференции обещает быть еще более насыщенным. Планируется проведение круглых столов, экскурсий и семинаров, где будут рассмотрены основные проблемы современного состояния ингушского языка, языковая ситуация, использование современных информационных и коммуникационных технологий для сохранения ингушского языка. И только потом будут сделаны выводы и подведены итоги многодневного труда. Мадина Джанхотова, Джамалил Дударов, Наиб Сычев, Вести Ингушетия.